Тем временем сотрудники ветеринарного управления Алекминского района провели плановый осмотр личных подворий и хозяйств. Специалисты осмотрели не только сельскохозяйственных животных, например, коров или коз, но и породистых домашних кошек и собак. С подробностями Елена Фаст. С плановым выездом по личным подворьям и хозяйствам отправились по очередному адресу работники ветеринарного управления. Здесь основная задача – провести плановые мероприятия. Ветеринарные врачи выезжают по местам, по адресам, и каждое подсобное хозяйство, личное хозяйство, оно также подвергается как ветеринарному осмотру всех животных. Работа сложная и трудоемкая. Только в этом хозяйстве необходимо провести забор ряда анализов. Взятие крови у коров на бруцеллез и лейкоз. Лептоспироз еще. И еще у нас 5 проб на лептоспироз. Такие мероприятия расписаны поквартально, отметила Галина Тимофеевна. В начале года это дальние труднодоступные наслега, ведь туда попасть по распутице сложно, а затем те, что ближе. Это противоэпизоотические мероприятия плановые. Ну и перед паводком мы стараемся охватить все те наслега, проблемные места. Ну и, конечно, какая служба без оказания помощи домашним любимцам – собаки, кошки и даже экзотические животные. В последние годы стало больше владельцев породистых животных. Только за период нашей съемки подошли 2 человека. В среднем в месяц от 40 до 60. Услуги различные. Учитывая востребованность в услугах ветеринарных врачей, а это не только консультации, здесь планируют перейти на полную рабочую неделю. В выходные дни, суббота и воскресенье будут дежурить ветеринарные врачи. Вот в этом плане, я думаю, наверное, все-таки для горожан это будет удобнее, потому что наметилась такая тенденция, что в городе Алекминске появлялись и появляются новые породы собак, экзотических животных. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.